Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Саргалана Захарова. Бостон обыграл Торонто со счетом 4-2 в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча проходила в Торонто. В составе победителей шайбы забросили Брэд Маршан, Тори Круг, Джейк Дебраск. У проигравших отличились Морган Райли и Остон Мэтьюс. Нападающий Торонто Мэтьюс забросил шайбу в четвертом матче подряд. Российский защитник Торонто Никита Зайцев провел на льду 17 минут 9 секунд и результативными действиями не отметился. Счет серии до 4 побед стал равным 3-3. Заключительная встреча состоится в ночь на 24 апреля в Бостоне. В прошлом сезоне команды также встречались в первом раунде. Тогда в 7 матчах Бостон оказался сильнее. Футболисты московского «Спартака» обыграли красноярский «Енисей» со счетом 2-0 в домашнем матче 24-го тура российской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Открытие-арена». Голы забили Николай Рассказов и Аяз Гулиев. Оба футболиста впервые отличились за основную команду «Спартака». С 67-й минуты «Енисей» играл в меньшинстве, поскольку у красноярского клуба не осталось замен, чтобы выпустить футболиста вместо травмированного Артура Саркисова. «Спартак» смог не пропустить впервые за 5 матчей в РПЛ. «Енисей» продлил безвыигрышную серию в чемпионате страны до 9 матчей. В турнирной таблице «Спартак» идет на 5-м месте, набрав 39 очков после 24 матчей. «Енисей» занимает последнее место с 13 баллами в активе. В следующем туре московский клуб 25 апреля на выезде сыграет с тульским «Арсеналом». Красноярцы в этот же день примут Оренбург. В другой встрече Урал обыграл Рубин со счетом 2-1. На первой же минуте мяч в ворота казанцев отправил Андрей Егорычев. Рубин с ответом тянуть не стал и забил свой единственный гол матча. Победный удар провел игрок уральцев Эрик Бекфалви на 86-й минуте встречи. А на английском поле Ливерпуль обыграл Кардифф. Встреча 35-го тура английской премьер-лиги завершилась со счетом 2-0. В составе победителей голы забили Джорджини Вейналдум и Джеймс Милнер. Проигрыши Кардиффа Ливерпулю стали уже традицией с августа 1959 года. В параллельном матче лондонский «Арсенал» уступил дома столичному «Кристал Пэлас» со счетом 2-3. Таким образом, Ливерпуль лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 88 очков после 35 матчей. Манчестер Сити, идущий вторым, отстает на 2 очка, но имеет одну игру в запасе. В следующем матче 26 апреля Ливерпуль дома сыграет с Хаддерсфилдом. В испанской премьер-лиге «Реал» также одержала безоговорочную победу над «Атлетико». 3 безответных мяча в ворота соперников отправил Карим Бензема. Последний раз до этого Бензема оформлял хэт-трик в чемпионате страны 20 декабря 2015 года в домашнем матче против Райо Вальекано. Всего на счету 31-летнего француза 21 гол в 33 матчах текущего чемпионата Испании. «Реал» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 64 очка после 33 матчей. «Атлетик» идет 7-м, имея в активе 46 очков после 33 встреч. В следующем матче 25 апреля победители на выезде сыграют против Хетафе. «Атлетик» днем ранее в гостях встретится с Леганесом. 32 спортсмена, 7 видов спорта и 5 счастливых обладателей путевки. Зрелищные противостояния прошли в спортивном комплексе «Дахсун» в выходные. Спортсмены разыграли путевки на самые престижные республиканские соревнования по национальному многоборью «Игры Дыгына-2019». Было много как новичков, так и фаворитов прошлых игр. В итоге в финал игр прошли 5 спортсменов. Второй этап отборочных соревнований состоится в мае. Далее 10 самых крепких, ловких и сильных финалистов будут участвовать в играх Дыгына летом во время эсэха в долине Туймада. Первое место занял с 39 очками Айсен Батуев из Верхнеудильска. Второе место Павел Друзьянов из Шарапчи. У него 48 очков. Третье место занял Владимир Федоров из Дюрбы. У него 53 очка. Четвертое место занял Иннокентий Колесов из Кобяи. У него 60 очков. И пятое место занял Алексей Уваровский из Кобяи, у него 66 очков. Это были новости спорта. Всего доброго.